стать средой развития города, и, как мы понимаем, среда развивает город, но и город развивает эту среду, и все это вместе развивает человека. Вот та конечная цель, которой мы добиваемся. Итак, в зону проектирования музея Ижевска, будем говорить, пока использовать этот термин, потому что на самом деле музей Ижевска займет несколько площадок, но речь нужно сразу вести о большой долгосрочной рамке этого проекта, об освоении всей территории Ижевской набережной, главный корпус оружейного завода, плюс та заводская территория, которая выведена сегодня из производства и, соответственно, ждет решения. Это здание сейчас выведено из уставного капитала концерна «Калашников», значит, ждет своих изложений по наполнению и реставрации. Это Генеральский дом, который сейчас мы знаем как Центр досуга в Летнем саду. Вы видели его великолепие на первой заставочной фотографии моей презентации, и вот как он выглядит сейчас, к стыду нас всех горожан. Да, это дом, который когда-то был одним из первых, значит, и в нашем городе, и таким уголком дворянского быта, дворянской усадьбы, сегодня вот так непрезентабельно выглядит. Вот тут должна открыться первая очередь музея города. Это пивоваренный завод Ивана Подолева, здание, которое чуть ниже находится, в собственности Академии наук. Ряд переговоров уже начинались по передаче этого здания в собственность или города, или республики, но в настоящее время там, знаете, идет реформа Академии, поэтому несколько затягивается процесс, но понятно, что, судя по эксплуатации Академии наук, вряд ли это здание уже нужно. Вот. И напомню, что здесь два здания. Это, собственно, здание завода Бодолева и прилегающее рядом здание общественной водонасосной станции. Вот, то есть их два здесь. Ну и, наконец, индустриальный техникум, который уже мы только на картинке помним вот таким, да, построенный в советское время, строго говоря, не являющийся памятником, и, в общем-то, уже было принято решение о сносе его ввиду аварийного состояния, но именно воля горожан не дала его снести, как кузницу конструкторских кадров. Знаменитый оружейник Драгунов учился здесь. Здание сейчас стоит, опять-таки ждет своих решений по использованию. В советское время очень удачно архитекторы, как видите, замкнули этим зданием территорию набережной, поддержали общую стилистику набережной, вот от главного корпуса до индустриального техникума, некий вот этот петербургский стиль нашего города. Ну и то, о чем все реже вспоминают, но мы хотим напомнить, что мы не сохранили большую часть домов ижевских рабочих на улице Милиционной, которая была еще совсем недавно, причем дома построены на бутовом камне, относящиеся к концу 19-го, началу 20 века. Вот один из последних, дом кафтанщика Мизрина, который еще стоит по переулку Широкому, там 3 дома всего осталось, и наверняка возможно включить в территорию музейного проектирования с реконструкцией старой улочки Ижевска, с конками и всеми прочими радостями, вот дом кафтанщика. То есть кафтанщики, предприниматели, генералы, местная дворянская элита, купцы, как бы все сословия Ижевска от старины до современности могут найти в этом музейном отражении свое место. Напомню, что чуть выше и